эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Золотая звезда героя. В Якутске почтили память Петра Киприянова, командира мотострелкового взвода, удостоенного звания Героя России посмертно. 11 человек, включая детей, госпитализированы после столкновения автобуса и грузовика в Якутске. Прокуратура начала проверку. Грамотный потребитель, довольный потребитель. Как не переплачивать за коммунальные услуги? Эксперты Дня грамотного потребителя в Якутске дали ценные советы горожанам. Крымская весна в сердце Якутии. Жители республики празднуют 11-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. Острый вкус победы на Мусустар. В конкурсе «Секреты шефа» 11 участников из разных уголков Якутии демонстрируют свои уникальные рецепты и кулинарные техники. Его подвиг не будет забыт. В Якутске прошло чествование командира мотострелкового взвода Петра Киприянова. Боец получил звание Героя России посмертно. Знак отличия «Золотую звезду» вручили семье погибшего бойца. Тем продолжит Саргалан Неустроева. Медаль «Золотая звезда» передается супруге героя Зинаиде Михайловне Киприяновой. Здесь не звучат фанфары и музыка, только тихая скорбь возвещает о том, что награда нашла своего героя. В зале еле сдерживают слезы. Погибший Петр Киприянов совершил подвиг, который увековечит его имя в истории страны. Пошли, зачищаем! Проходи. Настоящий якутский воин запомнился сослуживцам как отважный и самоотверженный командир. Про таких, как он, говорят: за ним и в огонь, и в воду. Сослуживцы Киприянова верили, командир выведет их из любой передряги. Так и случилось в сентябре прошлого года. Тогда боец с позывным «Монгол» в ходе штурма вражеского опорного пункта получил контузию и серьезные ранения. Но, несмотря на это, защитил товарищей и удержал позицию. Слова «ни шагу назад» были не пустой звук для него. Он всегда шел вперед и вел за собой ребят. Его подвиги вдохновляют нас. Он навсегда будет символом храбрости, отваги и мужества. Почти полгода прошло с момента трагедии в семье Киприяновых, но боль по-прежнему отзывается в сердцах его родных. Жена героя Зинаида Михайловна со слезами на глазах говорит о супруге. Был примерным семьянином, очень любил детей. Он любил охоту, рыбалку. Мечтал свозить сына с собой, когда он подрастет. Ведь когда-то и он в детстве ездил с отцом в лес. Александр Петрович вспоминает, сын был спокойным, любознательным мальчиком. Учился в Махсоголовской школе Хангаласского улуса. Сегодня на ее месте стоит новая. Школу только сдали новую, Махсовскую школу, название не имеет чьего имени. И он эту школу закончил. Это будет самый лучший вариант, если такой герой, первый герой нашего поселка, Герой России, получит название и имя его. Предложение присвоить новой школе имя героя народный депутат Алиш Мамедов озвучил в ходе чествования Петра Киприянова. По его словам, это очень простая процедура, но она сохранит его подвиг в памяти земляков на долгие годы. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Арсен Николаев посетил якутский филиал фонда «Защитники Отечества». Он пообщался с сотрудниками и руководством организации, а также бойцами спецоперации, представителями исполнительной и законодательной власти. В ходе встречи участники СВО поделились своим опытом и предложениями по улучшению работ по поддержке бойцов и их семей. Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан указом главы государства Владимира Путина в апреле 2023 года. Он обеспечивает персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Оказывает содействие в получении всех полагающихся им мер поддержки. Мы беседовали о том, у кого какой опыт был, кто чему научился, какие у нас есть предложения по улучшению механизма поддержки военнослужащих и уже вернувшихся, да, их семей. Да. Там какие-то варианты по реабилитации тоже мы предложили. Потому что, этот процесс постоянный.
он должен быть динамичным, да? Мы должны все изучать, и, в том числе и свои новые идеи, да, и опыт уже других регионов. 11 пострадавших в ДТП с автобусом и КАМАЗом в Якутске. Столкновение маршрутного автобуса номер 41 и грузового автомобиля КАМАЗ привело к госпитализации 11 человек, среди которых 7 взрослых и 4 детей. Авария произошла около 4 часов дня на перекрестке улиц Билибина и Устах-Избекова. По уточненным данным Минздрава Республики, пострадавших взрослых доставили в Республиканскую больницу номер 1, а детей в педиатрический центр Республиканской больницы номер 1. Все пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура Якутии начала проверку по факту ДТП. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Сегодня, 18 марта, около 16 часов 20 минут на пересечении улиц Устах-Избекова и Билибина произошло дорожно-транспортное происшествие между автомашинами КАМАЗ и маршрутным автобусом, в результате которого с различными травмами в медицинское учреждение были доставлены 13 пассажиров с автобуса, а также водитель. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. В Якутске прошло 7-е заседание Ассамблеи депутатов, представителей коренных малочисленных народов Севера при Илтумене. Главной темой встречи стало повышение качества жизни и доходов населения арктических улусов. В заседании приняли участие депутаты республики, а также гости съезда оленеводов, включая представителей из Китая. Участники обсудили ключевые проблемы социальной сферы и экономики северных районов, сосредоточившись на мерах по предотвращению оттока населения и увеличению доходов местных жителей. Люди откровенно рассказывали, что у них делается, что получается, что-то не получается, что надо сделать в региональном законодательстве, из какой инициативы выйти в федеральный парламент для того, чтобы федеральное законодательство вносить тоже те же самые действия, связанные с изменениями, поправками и дополнениями. 11 лет едины. Сегодня по всей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день, в 2014 году, в Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей поддержали присоединение полуострова. Этот исторический момент показал особое единение нашего народа. Как отметили праздничную дату в Якутске, знает Петр Васильев. Первым в череде праздничных мероприятий дня стал уже почти традиционный автопробег. Колонна из 20 автомобилей, украшенная флагами, стартовала с Комсомольской площади, проехала по центральным улицам столицы и завершила свое движение на площади Орджоникидзе. Уже ежегодно, с Комсомольской площади Управление общественных связей и молодежной политики совместно с молодежью, общественными организациями, жителями города проводит автопробег, посвященный воссоединению Крыма в состав Российской Федерации. Это уже 11-й год проводится. И мы должны сегодня на площади Орджоникидзе, подъехав, развернуть большой флаг. Далее по программе масштабный концерт. На сцене выступили вокальные ансамбли «Туймада» и «Мархиночка», а также артисты Государственного театра эстрады Республики. Здесь можно встретить очень много друзей, товарищей, коллег, ну и, конечно же, тех ребят, которые неравнодушны к нашему общему делу и помогают нашему народу. И, конечно же, все объединяющие праздничные мероприятия, которые проходят у нас в городе, это прежде всего поднимает очень дух нашего народа. Как отмечают организаторы, основная цель акции в этот день – подчеркнуть историческое и культурное значение возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Одно из знаковых событий сегодняшнего праздника – это вот такой вот триколор, расположенный сегодня на площади. Обратите внимание, сколько одновременно задействовано молодых людей, чтобы его здесь сегодня развивать. Я думаю, это единственный и самый главный показатель общества и дружбы наших народов, большой и необъятный. Петр Васильев, Ильяс Ромятников, Якутск. Быстро, просто, выгодно. Жители и гости столицы в рамках Дня грамотного потребителя получили консультации по интересующим их вопросам в сфере ЖКХ. Подробности в сюжете Тимура Колмогорова.
Большинство жителей республики часто задаются такими вопросами, как правильно и своевременно оплатить счета за воду, за электроэнергию, за отопление в этом месяце или же вообще вот в этом году. И в День грамотности потребителя здесь как раз и находятся большинство организаций, специалисты которых смогут ответить на большинство их вопросов. Узнав из социальных сетей о проходящем мероприятии, Татьяна Захарова сразу же направилась к месту его проведения. Имея не только квартиру, но и частный дом, у нее появилось множество вопросов по поводу тепло, водоснабжению, а также вывозу мусора. А договориться нужно со всеми и сразу. Вопросов по ЖКХ у меня было очень много, и это очень удобно, что все собрались здесь, и можно у каждого по своему вопросу взять консультацию. Людей мало, поэтому мне было очень удобно. Для решения проблем больших дистанций и время затрат на оплату услуг был разработан сервис «Объединенный платежный документ». На его платформе находятся все основные коммунальные организации, потому все операции можно провести практически в один клик. Сервис «Объединенный платежный документ» введен в эксплуатацию в 2022 году, и на сегодня идет продвижение по республике Саха-Якутия, то есть по муниципальным районам. На сегодня охват поставщиков услуг на территории республики Саха-Якутия составляет около 90%. Это значит, жители республики уже все могут воспользоваться данным сервисом. Одним же из нововведений с прошлого года стало предоставление льгот на оплату услуг ЖКХ многодетным семьям в размере 30%. По Якутии ею воспользовались уже около 6700 семей. Данной льготой может воспользоваться любая многодетная семья, имеющая статус многодетной семьи. Выплата назначается на одно жилое помещение, где прописан заявитель. На данную льготу граждане могут подать через портал госуслуги, через Е-Якутия, либо через офисы «Мои документы», имеет заявительный характер. Заявление подается один раз, и начисление производится на 12 месяцев последующих. Мероприятие проводится почти каждый год по инициативе Министерства ЖКХ Республики. Акция не только помогает всем нуждающимся в решении актуальных вопросов, но и повышает общую грамотность населения в сфере коммунальных услуг. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. В Ленинской ЦРБ за счет средств района приобретены новый рентгенаппарат и 54 специализированные кровати для отделения неврологии и терапии. Напомним, что ежегодно уже на протяжении многих лет из казны района выделяются средства на модернизацию здравоохранения. Благодаря этому произошли изменения в лучшую сторону. Регулярно приобретается необходимое оборудование, проводятся ремонтные работы в отделениях. Новый рентгенаппарат заработал в Ленинской ЦРБ. Он был приобретен в конце прошлого года за счет средств, выделенных из районного бюджета. Аппарат современный, выполняет рентгенографию и томографию. Аппаратура удобная, работает хорошо, быстро, удобно, гораздо быстрее, чем цифровая приставка предыдущего поколения. Очень удобно работать на компьютере, быстро просматриваешь снимки в любых ракурсах, в любой плотности. Можно хорошо корректировать изображение. Это удобно для просмотра и выявления каких-то патологических изменений. Также врач-рентгенолог отметил, что аппарат стал хорошим дополнением уже к имеющемуся компьютерному томографу. Удобен в использовании, 2 рабочих места, сделать снимок можно за считанные минуты. За это же время пациенты получают его уже в распечатанном виде. В день нашей съемки основная часть пациентов обращалась с травмами конечностей. Снимки специалист делал в нескольких проекциях. Описание делаем здесь, но, к сожалению, у нас нехватка кадров, поэтому выходные, праздничные и ночные мы отправляем снимки доктору Максимову в Якутск. Администрация заключила договор, потому что мы вдвоем не можем такой огромный объем обследования обеспечить. Также Владимир Гриценко добавил, что очень хотелось бы обновить компьютерный маммограф, который за 25 лет работы уже исчерпал свои ресурсы. А в отделении терапии и в неврологии появились новые современные кровати. У нас произошло 100% обновление коечного фонда. Мы получили 26 новых функциональных кроватей, до этого получили 8
Вот. Кровати очень удобные, то есть с подъемниками, очень хорошо для больных с ограниченными возможностями. То есть это большое спасибо району за такую помощь. Преимущества новых кроватей уже оценили пациенты. В отличие от старых коек, вот это новые совсем как бы удобные. Особенно вот, перилы, регулировка, вот это надо будет тут поднять, тут поднять. В общем, удобнее, чем старые. Намного функциональнее и намного лучше стало, естественно. Потому что обновляется тут мебель и все. Средства на модернизацию здравоохранения из бюджета района выделяются ежегодно. Это весомая поддержка, уточняет главный врач. За счет них проводятся ремонтные работы в отделениях и приобретается дорогостоящее оборудование. В плане в этом году приобрести за счет муниципальной программы аппарат УЗИ экспертного класса стоимостью около 8,5 миллионов рублей. И также приобретение компьютеров для первичного звена и для стационара в сумме около 12 миллионов рублей. Также средства программы направляются на поддержку врачей, прибывших в район. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Далее смотрите подборку новостей от наших коллег из Нерюнгринского района. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Передвижной комплекс лаборатории безопасности прибыл в Нерюнгринский район. Оборудованный всем необходимым для организации занятий по безопасности дорожного движения, он прибыл в Нерюнгри для закрепления и повышения уровня знаний безопасности дорожного движения у школьников. Это федеральный проект «Лаборатория безопасности дорожного движения». Это, то есть, на базе автомобиля Ford Transit передвижная лаборатория безопасности. Вот это оборудование, светофоры, дорожные знаки, машины. Мы ездим по всей республике и проводим именно практические занятия с детьми по безопасности дорожного движения. Не просто рассказываем, а показываем, как переходить дорогу, на какой сигнал. В смоделированных дорожных ситуациях дети учились оценивать опасность и принимать правильные решения с помощью обсуждения конкретных ситуаций и личного опыта. Запланированы мероприятия в поселке Чульма, селе Янгра и городе Нерюнгри. Будут проводиться уроки в образовательных учреждениях с наглядным примером, с играми для лучшего запоминания и обучения детей безопасности дорожного движения, так как в ходе игры и наглядной агитации дети лучше запоминают правила безопасности и поведения на дороге. Расширение знаний учащихся о способах выбора и помощь в выборе будущей профессии – одна из задач библиотек, работающих с юношеской аудиторией. В Нерюнгринской городской библиотеке для девятиклассников было организовано профориентационное мероприятие. Помогали определиться с выбором и рассказывали о нюансах своей работы сотрудники МЧС, ГИМС, ГИБДД, медколледжа и представители средств массовой информации. Дети, что в том возрасте, что в другом, они сталкиваются с этим, путь выбирают в этом возрасте. И мы в основном ориентируемся на учреждения, на образовательные, они нам дают согласие. В основном 11-классники, они в это время все заняты подготовками к ЕГЭ и так далее. И они говорят, давайте 9-классников. Я говорю, давайте. Открытое первенство Нерюнгринского района по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек прошло в первый раз в истории района. Но, несмотря на это, юные конькобежцы показали очень высокий уровень подготовки. За медали и места на пьедестале боролись спортсмены в 4 возрастных категориях от 6 до 15 лет на разных дистанциях. В целом соревнования прошли неплохо. У нас было 2 дня соревнований. Первый день полуфиналы, второй день финалы. В принципе, дети показали неплохие результаты. К нам приезжали гости из города Алдан, ученики спортивной школы Олимпийского резерва. Тоже заняли места, забрали у нас медальки, получили призы. В принципе, все очень хорошо. Безусловно, среди участников первенства были те, кто только делает первые шаги в конькобежном спорте, но во время некоторых забегов коньки буквально плавили лед и на финише спортсменов разделяли доли секунд. Поначалу было, конечно, сложновато, нервничала, но потом все прошло нормально. Сначала я пришла, потому что было интересно попробовать для себя, чем заняться, и походила и стала ходить теперь, уже продолжать. Понравился вид спорта.
На этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. Парикмахеры Якутии повышают квалификацию. Салон «Леди» организует обучение специалистов со всей республики. В этом году на семинаре раскрывают секреты бережной окраски в блонд. Подробности далее. Добавляем в расчете 1 грамм на 10 грамм. Блэкс номер 1. И после обязательно обрабатываем второй фазой. Курс «Про-блонд» собрал парикмахеров с разных районов Якутии. Спикер-эксперт Людмила Цай, специалист по технологиям колористики. Она обучает не только технологиям окрашивания, но также раскрывает свои авторские методики вывода разных цветов. Во-первых, новые знания, расширение палитры, личной палитры. То есть они научились у меня создавать даже те тона, которых нет в палитре. То есть свои индивидуальные. Конечно, это будут у них маленькие секретики для их же клиентов созданы. Новые технические навыки, облегчение технических навыков. То есть если они раньше делали это трудно, я говорю, вы что себе трудности придумали, то сейчас, скажем, я научила некоторым лайфхакам, которые облегчили их ежедневный труд. Сейчас мы красили, например, амниплексом, осветляющим порошком, в котором тоже состав входил туда, лечащие составы, естественно, бережливые, ну и способ техники окрашивания. То есть все плавно, постепенно. То есть окрашенные волосы мы не затрагиваем только здоровые волосы и так далее, для того, чтобы выровнять цвет. Со слов мастеров по волосам, азиатский волос имеет многослойную структуру. Поэтому для качественного окрашивания требуется особый, более тщательный и агрессивный подход. И несмотря на сложность окрашивания в блонд, наиболее востребованным остается именно перекраска в светлый. Блонд всегда в тренде во всех регионах, как бы это ни звучало, но сейчас еще, я не знаю, это к счастью или к сожалению, как сейчас тренд, конечно, уходить в более натуральное что-то. Если раньше у нас были контрастные, если белый, то белый, если красный, то так, чтобы прям красный-красный, то сейчас все-таки тенденция к тому, что более натуральный, как и в блондах, то есть он светлый, но приближен к натуральному. Мы уже можем разделять агрессивные составы от неагрессивных составов. В моде же все равно эко, да, поэтому мы как бы стараемся за здоровое все, чтобы волосы были здоровые, блестящие. Сейчас у нас тонирование с помощью тонера Blossom Glow, который при тонировании не скрывает ФЛО натуральных волос, а работает только на ранее обесцвеченных. В таких семинарах всегда есть очень много вдохновения, очень много роста для того, чтобы мастера развивались, росли, потому что техники меняются, рецепты меняются, новые технологии все выходят и выходят. Салон «Лидия» проводит обучающие курсы на протяжении 10 лет. За это время организаторы приглашали самых топовых специалистов не только России, но и международного класса. Курс «Ломая стандарты» продлится 2 дня. По окончании участники получат сертификат повышения квалификации. Марферина Алексеева, Джулустан Накентьев, Якутск. Самого искусного кулинара республики определяют в конкурсе «Секреты шефа», проводимого в рамках фестиваля «Мусустар». За выход в финал борются 11 участников с разных уголков Якутии. Кто получит право называться лучшим поваром, расскажет Эржен Гармаева. Конкурс кулинарного искусства – новое направление фестиваля «Мусустар». Первый конкурс «Секреты шефа» посвящен Иннокентию Тарбахову, аксакалу якутской национальной кухни. Поэтому, помимо очевидных критериев, члены жюри оценивают знания участников о технологии приготовления блюд народа Саха. Мы прежде всего смотрим, как они изучили этот вопрос, да? Как они работали с литературой, насколько они знакомы якутской кухней. Мы смотрим прежде всего, как они соблюдают все правила гигиены, все правила приготовления, как они ведут себя, да, и как используют они продукты, насколько они используют экономично или насколько они используют, чтобы не было больших отходов. Больше 20 заявок поступило для участия в конкурсе. Но в полуфинальный очный этап прошли самые талантливые повары, в том числе Виктор Дахунаев. Виктор, еще будучи ребенком, решил связать свою жизнь с кулинарным искусством. Возмужав от своих планов, он не отказался. Сейчас Виктор получает профильное образование в Намском техникуме. Гастрономические конкурсы для студента-повара – явление обычное. С детства мечтал стать таким шефом. Из-за этого была мечта приехать, обучиться и стать поваром. Опыт набираем
Ну, там с шефами знакомимся. Но для меня привычно. Я много раз выступал тут на соревнованиях. При этом род деятельности конкурсантов поварским делом не ограничивается. Среди участников есть и просто любители. У меня такого образования нету. Я люблю экспериментировать только у себя на кухне. Я многодетная мама и, можно сказать, жизнь научила готовить блюда для детей, для своей семьи. Узнали очень много нового для себя, интересного. Нам рассказали про новые тенденции якутской кухни, как их можно подавать, интерпретировать. Сильнейшие кулинары, выявленные в ходе конкурса, пройдут стажировку в лучших ресторанах якутской кухни. Ржана Гармаева, Аэлита Махно, Якутск. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов провел мастер-класс для юных спортсменов из сборной Якутии по боксу. Встреча, состоявшаяся в рамках молодежного фестиваля «Мусустар», стала источником вдохновения для молодых боксеров, предоставив им уникальную возможность пообщаться с именитым спортсменом. Боксер поделился своими фирменными приемами, которые, по его словам, помогут ребятам усовершенствовать технику и достичь новых высот в спорте. Техника у меня только своя. Я могу рассказать историю спортивной жизни, ну и показать тактические, технические моменты, которые, на мой взгляд, важны для каждого боксера. И индивидуально у каждого человека есть свои особенности. И, как скажем, человек должен использовать именно те особенности, которые у него есть. Скорость, либо физическая сила и так далее. Для победы он должен уметь это использовать. И я постараюсь им это объяснить. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.